Возлюбленное дитя, могу ли я войти в твой дом и твое сердце, если ты примешь меня? Послушайте это сообщение, потому что у меня есть кое-что для вас. Я желаю быть с вами во всех аспектах вашей жизни, в вашем доме, в вашем духе и на протяжении всего вашего существования. Я хочу даровать вам богатство и процветание, которых вы заслуживаете, исцеление, в котором вы нуждаетесь, мир, который вы ищете, и счастье, которого вы жаждете. Ты мое любимое дитя, а я твой доброжелательный отец. Я хочу дать тебе больше, чем просто мечты, потому что у меня на тебя большие планы. Я хочу дать тебе вечную жизнь со мной, мое царство, мою славу, мою силу. Я хочу отдать тебе свой дух, свою благодать и свою любовь. Я хочу отдать тебе все, что я есть, поэтому не упусти эту возможность. Поставьте лайк этому видео и помогите этому сообщению дойти до большего количества людей, которым, как и вам, нужно услышать мои слова. Дорогое дитя, не оставляй меня. Остаться со мной следующие 10 минут и увидишь, что я сделаю в твоей жизни. Я знаю, что иногда вы чувствуете себя слабым и угнетенным негативным влиянием, которое вас окружает. Они хотят украсть вашу радость, посеять сомнения и посеять страх. Но я здесь, чтобы сказать вам: не бойтесь, не сдавайтесь. Я Бог, который может уничтожить весь негатив и принести мир в ваше сердце. Я Бог, который может исцелить ваши раны, восстановить ваше здоровье и процветать в вашей жизни. Я Бог, который любит тебя безоговорочно, который прощает тебя и поддерживает тебя своей благодатью. Доверьтесь мне, ведь я могу сделать бесконечно больше, чем вы просите или представляете. Внимание! Очень важно, чтобы вы дослушали мое сообщение до конца. Любимое дитя, я хочу, чтобы ты знала, я никогда не оставлю тебя. Я здесь, чтобы утешить ваше сердце и помочь вам преодолеть препятствия, возникающие на вашем пути. Я признаю, что жизнь не всегда сладка, и бывают моменты, когда вам приходится бороться, но я хочу напомнить вам, что я Бог утешения, силы, процветания и исцеления. Когда тяжесть ваших проблем покажется невыносимой, знайте, что вы можете обратиться ко мне с молитвой. Откройте мне свое сердце и откажитесь от всех своих тревог, страхов и печалей. Я слушаю внимательно, готовый подарить вам покой, превосходящий всякое понимание. Я способен успокоить ваш дух, принести спокойствие в вашу душу и наполнить вас изобилием процветания. Бог говорит: помните, что написано в Иеремии, глава 29, стих 11, «Ибо я знаю планы, которые у меня есть для вас, заявляет Господь, планы, которые принесут вам процветание, а не причинить вам вред, планы, чтобы дать вам надежду и будущее». У меня есть для тебя планы процветания не только в материальном смысле, но и во всех сферах твоей жизни. Не сомневайтесь и скажите «Аминь». Помни, дорогое дитя, что написано в Филиппийцам, глава 4, стих 19, «И Бог мой восполнит все нужды твои по богатству славы своей во Христе Иисусе». Я ваш кормилец, ваш помощник. У меня есть сила превратить ваш дефицит в изобилие, вашу бедность в богатство. Я хочу призвать вас не унывать перед трудностями, даже если препятствия, на первый взгляд, могут показаться непреодолимыми. Помните, я Бог, который превращает невероятное в реальность. Я укрепляю вас мужеством и мудростью, чтобы вы могли мужественно и настойчиво противостоять каждому вызову. Когда ты окажешься в трудной ситуации, пригласи меня быть с тобой. Позвольте мне направлять ваши шаги и освещать ваш путь, показывая решения, которые могут быть неясны вашим глазам.
Доверься моей воле и моей благодати, потому что я знаю, что для тебя лучше. В минуты усталости и изнеможения помни, что я твое прибежище и сила. Найдите во мне покой, ибо я способен восстановить ваш разум, тело и душу. Отдайтесь моей любви и позвольте мне обновить ваши силы, чтобы вы могли превосходно выполнять свои повседневные задачи. Я хочу, чтобы вы знали, что я с вами на каждом этапе пути, принося исцеление вашим ранам и процветание в вашу жизнь. Я источник всех благ изобилия, и я хочу, чтобы вы жили полной и приносящей удовлетворение жизнью. Таким образом, даже в самые трудные моменты помните, что я с вами, несу свет в вашу тьму и превращаю ваши препятствия в возможности для роста и процветания. Давайте теперь все помолимся. Возлюбленный Бог, благослови твоего дорогого ребенка, который слушает эти слова. Даруй им смелость, уверенность и стойкость для преодоления возникающих проблем. Освещай их путь и дай им мудрость для принятия мудрых решений. Оживите их сердце и восстановите энергию. Пусть они почувствуют вашу постоянную любовь. Говорю вам, боль, тоска и бессонные ночи скоро закончатся. Я покрою вас всем, на что вы надеялись и о чем молились. Благословения любви, крепкого здоровья и процветания будут изливаться на вас постоянно. Я открою двери, которые никто не сможет закрыть. Я прокладываю для тебя путь туда, где, кажется, выхода нет. Я провозглашаю вам благосклонность, доброту и благословение. Я превращу твою печаль в счастье. Молитвы, которые вы вознесли ко мне, теперь получают ответ. Остаток этой недели будет наполнен моим величием. Я пошлю вам исцеление, изобилие, новые возможности и благословения. Машина, работа, благословение и нужный человек, которого вы так долго ждали, уже в пути. Не бойтесь того, что происходит. Бог знает, что будет. Бог любит тебя, сатана презирает тебя, делай свой выбор мудро. Сегодня он отвлекает вас ложью, деньгами, развлечениями, сожалениями, болью и негативными мыслями. Перестаньте сосредотачиваться на этих вещах и сосредоточьтесь на Иисусе. Ты недалеко от Бога, ты просто отвлекся. Учитывая, что внутри вас есть Святой Дух, вы не можете быть ближе. Иисус может изменить все в одно мгновение. Итак, никогда не переставайте молиться. Всегда помните, Бог с вами. Он прокладывает путь ко всему. Он вас не подведет, Он верен своим обещаниям. Бог всегда говорит с вами через каждый прекрасный закат, каждый крик новорожденного и каждое случайное совпадение, которое меняет вашу жизнь. Бог работает и показывает вам, что у Него все под контролем. В конце концов, лучшее, что вы можете сделать, это поблагодарить Бога за ваше благословение, отдать Ему свои заботы через молитву, и Он даст вам покой. Ежедневно напоминайте себе, что у Бога есть план для вашей жизни. Возможно, в данный момент вы этого не понимаете, но поверьте, что это правда. Когда вы беспокоитесь, есть 4 вещи, которые нужно сделать. Во-первых, отдайте свои тревоги Богу. Во-вторых, молитесь об этом. В-третьих, доверяйте силе Бога. И в-четвертых, доверяйте Божьей мудрости, а не своей собственной. Он даст вам силы, когда вы поверите, что не сможете идти дальше. Он подарит вам радость, когда вы почувствуете себя плохо. Он проложит путь, когда это кажется невозможным. Бог очень гордится тобой. Продолжать идти.
Он благословит вас многими неожиданными способами. Это только начало. Бог готовит ваш путь, показывает вам путь и всегда рядом с вами на пути. Начните свой день с простой молитвы: «Господь, направь меня». Будьте смелыми и встречайте этот день. Больше доверяйте Богу. Перестаньте прилагать больше усилий, начните больше доверять. Это изменит все. Ваша ценность не зависит от ваших способностей. Ваша ценность основана на том факте, что вы Дитя Божие. Тот факт, что прошел еще один день, а ваши молитвы не получили ответа, не означает, что Бог не слышит ваши молитвы. Не теряйте веру. Все в Его время. Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Ищите Царство Божие превыше всего, живите праведно, и Он даст вам все, что вам нужно. Не бойтесь, если Бог выведет вас из ситуации, которую вы когда-то считали своим концом. Почему ты сейчас в нем сомневаешься? С Богом все возможно. Бог никогда не оставит тебя. Несмотря ни на что, вы любимы, значимы и полны цели. Положитесь на Иисуса, не беспокойтесь. Он собирается показать, что Он верен. Бог хочет, чтобы вы знали сегодня, прямо сейчас, Бог с вами. Он охраняет твое сердце, Он слушает тебя, Он рядом с тобой. Хотя Бог не обещал, что это будет легко, Он обещал быть с вами на протяжении всего пути. Независимо от того, с какой бурей вы столкнулись, вам нужно знать, что Бог любит вас. Он не бросил тебя. Доверьтесь своему Богу, который никогда не отправит вас с пустыми руками. Он всегда дает больше, чем достаточно. Сатана попытается использовать наши проблемы, чтобы обеспокоить и ослабить нас, но Бог использует их, чтобы укрепить нас. Тот факт, что боль все еще присутствует, не означает, что исцеление не произошло. Исцеление – это процесс, и ваши раны, и ваше сердце в Его руках в большей безопасности. Доверьтесь Ему. Не беспокойтесь о том, что произойдет завтра. Сделайте глубокий вдох, расслабьтесь, помолитесь и отдохните. Все происходит не случайно. С Богом вам не нужно бояться. Держите Бога на первом месте и верьте в Его идеальное время. Ваш июль будет наполнен хорошими новостями, благословениями, новыми возможностями, исцелением, любовью и благосклонностью Бога. Это важное благословение, предназначенное специально для вас. Он был разработан и изготовлен специально для вас и уже на пути к вашему дому. Поэтому напишите «Я люблю тебя, Боже», если у вас есть вера. Дитя мое, я хочу, чтобы ты знала, что я Бог любви и милосердия. Во мне ты найдешь прибежище. Вы обретите покой и прощение, в которых так отчаянно нуждаетесь, независимо от того, что вы сделали или не сделали. Я всегда буду здесь, чтобы предложить вам свою любовь и милосердие. Нет греха больше, чем моя благодать, и я всегда готов простить и изменить вашу жизнь. Итак, не позволяйте чувству вины или чрезмерному раскаянию поглотить вас. Признайте свои ошибки, искренне покайтесь и приходите ко мне, ибо я всегда готов приветствовать вас. Отец Небесный сказал вам, что слезы, скорбь и бессонные ночи вскоре превратятся в радость, облегчение и покой. Отец даст вам все, чего жаждут и о чем просят ваше сердце. На вас будут излиты благословения любви, здоровья и процветания. Небесный Отец откроет двери, которые никто не сможет закрыть. Он готовит для вас чудо там, где, кажется, нет решения. Бог превратит ваш плач в смех.
Молитвы, которые вы вознесли, теперь получают ответ. Бог говорит: «Помни, что моя любовь к тебе безусловна, и я всегда буду рядом с тобой, даже в самые трудные времена». Не существует существования без поиска моего присутствия и моего утешения, ибо я твой любящий Отец, который заботится о каждой детали твоей жизни. Позвольте моей любви наполнить ваше сердце и изменить вашу жизнь. Со мной ты обретешь мир, которого так жаждешь, и счастье, которое можно найти только во мне. Доверься мне, дитя мое, и увидишь, как моя благодать действует в твоей жизни. Дитя мое, я хочу, чтобы ты знала, что у меня есть цель в твоей жизни. Вы были созданы с уникальной и особой целью, и я каждый день веду вас к этой цели. Независимо от вашей работы или текущей должности, вы должны знать, что у вас важная роль. Иногда может быть трудно воспринять мой план на вашу жизнь, но доверьтесь мне и знайте, что я всегда работаю в вашу пользу. Когда вы чувствуете уныние перед лицом трудностей, вспомните, что написано в Римлянам 8 стих 28. «И мы знаем, что все содействует ко благу любящим Бога, призванным по изволению Его». Я работаю во всем ради вашего блага, превращая ваши препятствия в возможности для роста и процветания. Напишите: «Бог – моя сила», если верите. Мои возлюбленные дети, прежде чем этот месяц закончится, я дам вам повод отпраздновать. Благословения достигнут вас, ваши финансы увеличатся, исцеление будет даровано, и чудеса произойдут тогда, когда вы в них больше всего нуждаетесь. Я также превращу вашу боль в силу, ваши страхи в сосредоточенность, а ваши трудности в решимость. Даже когда враг попытается причинить тебе вред, я буду использовать это тебе во благо. Доверьтесь мне, потому что у меня есть чудесный план для вашей жизни. Я милостив, я предлагаю восстановление за каждую ошибку, я дарую новое начинание за каждую неудачу, я обеспечиваю возврат за каждую оставленную, и я готовлю новое начало для каждой неудачи. Обещания, которые я дал тебе, все еще в силе. Сегодня будет день, полный хороших новостей, благословений, новых возможностей, исцеления, любви и божественной благодати. Это будет благословенный день для вас и ваших семей. Ваше положение улучшится, здоровье поправится, а финансы увеличатся. Чудеса и благословения уже на пути в ваш дом. Прокомментируйте: «Я получаю, чтобы показать свою любовь». Дорогие дети, я готовлюсь удивить вас дождем чудесных благословений. Оставайтесь на связи с моим присутствием и следуйте моему слову. Отбросьте сомнения и страх, которые пытаются контролировать вашу жизнь. Я заявляю, что сегодня вы получите ответы на свои молитвы. Я украшаю твою жизнь. В июле вы собираетесь вступить в новый сезон, наполненный радостью, потому что благодать и чудеса станут вашей новой нормой. Послушайте теперь: тот, кто дает семя сеющему и хлеб в пищу, также обеспечит и умножит запас семян твой и увеличит урожай праведности твоей. Бог призывает нас быть щедрыми и делиться тем, что имеем, уверяя, что Он умножит то, что мы даем, и наградит нас обильным урожаем. Если вы чувствуете в своем сердце призыв сеять в нашем сообществе, пожалуйста, не стесняйтесь сделать пожертвование любой возможной суммы. Да благословит вас Бог безмерно за вашу щедрость и послушание. Бог желает, чтобы мы жили изобильной жизнью, полной любви и богатства. Он хочет, чтобы мы доверяли Ему во всех наших нуждах и искали прежде всего Его Царства и Его праведности. В Евангелии от Матфея, глава 6, стих 33, Иисус говорит нам: «Но ищите прежде Царства Его и правды Его,
и все это приложится вам. Когда мы ставим Бога на первое место в своей жизни, мы можем быть уверены, что Он позаботится обо всех наших нуждах и даст нам по-настоящему изобильную жизнь. Давайте помолимся вместе. Возлюбленный Отец, мы благодарим Тебя за Твою доброту и верность в нашей жизни. Мы благодарим. Вместе, возлюбленный Отец, мы выражаем нашу благодарность за Твою доброту и верность в нашей жизни. Мы благодарим Вас за то, что Вы подарили нам еще один день, чтобы насладиться Вашими благословениями и поделиться своей любовью с другими. Дорогой Спаситель, мы ценим Твою жертву на кресте за наши грехи, которая дала нам доступ к вечной жизни. Сегодня мы выбираем жить верой, а не видением, доверяя Вашей силе, а не своей. Отец Бог, мы благодарим Тебя за дождь благословений, который Ты изливаешь на нас и наши семьи. Мы выражаем благодарность за процветание, исцеление и мир, которые входят в нашу жизнь. Мы благодарим Вас за Вашу защиту, Вашу мудрость и Ваше присутствие в каждый момент. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Продолжайте со мной и будьте еще более благословенны. Готовы ли вы получить дождь благословений, невообразимое богатство и жизнь, наполненную радостью и процветанием? Тогда приготовьтесь, потому что в ближайшие несколько минут небеса откроются для вас, изливая благословения, которые изменят вашу жизнь так, как вы даже не мечтали. Небесное изобилие вот-вот придет в вашу жизнь. Богатство, счастье и лучшая жизнь уже на вашем горизонте. Поставьте лайк этому видео, если хотите получить благословение Отца Небесного. Дитя мое, если ты досмотришь это видео до конца, тебя и твою семью ждет крепкое здоровье, счастье, финансовая стабильность и мир. Дитя мое, я превращу твою печаль в счастье, твои проблемы во что-то, что заставит стыдиться твоих врагов, а твоего актера в радость. Я сделаю это перед теми, кто не желает видеть тебя стоящим, чтобы они знали, что я твой Бог, а ты мое любимое дитя. Верьте в меня, и вы начнете видеть чудеса в своей жизни. Бог говорит вам не беспокоиться о своих финансах. Он позаботится о тебе. Доверьтесь Ему, и Он приведет вас к процветанию и изобилию. Сохраняйте веру в своем сердце, зная, что Он всегда наблюдает за вами. Помните, Он всегда с вами, как в хорошие времена, так и в плохие. Когда вы сталкиваетесь с невзгодами, доверьтесь Ему, и Он приведет вас к справедливости и благодати. Он освободит вас от всех ваших тревог, страхов и боли. Он даст вам мир, любовь, изобилие и благословение. Отдыхай и верь в Него. Знайте, что Он всегда с вами, заботясь о вас и направляя каждый шаг, каждую борьбу, каждые невзгоды на вашем пути. Послушайте Его слова, ибо я знаю мысли, которые я думаю о тебе, говорит Господь, мысли о мире, а не о зле, чтобы дать тебе будущее и надежду. Тогда ты воззовешь ко мне, и пойдешь и помолишься мне, и я тебя послушаю. Он видит все и знает ваше сердце, мысли и желания. Он благословляет и изливает свои благословения на многих людей и радуется, когда они преуспевают, но печалится, когда они отдаляются от Него и считают себя виновниками своего успеха. Помните, Он – источник вашей силы, мудрости и возможностей. Поэтому, когда вы одержите победу, поблагодарите и осознайте Его руку в своей жизни. Оставайтесь рядом с Ним, и Он продолжит благословлять вас и вести к жизни, полной чудес. Его возлюбленные дети, Он хочет, чтобы вы любили своих врагов и делали добро тем, кто ненавидит вас. Это может быть трудно, но это жизненно важно, если вы хотите прожить благословенную жизнь.
Проявив доброту к своим врагам, вы можете изменить их отношение. Более того, Господь говорит, что когда вы любите своих врагов, вы раскрываете характер Христа и становитесь могущественным свидетельством о Нем. Помните, недостаточно называть Его Господом или регулярно ходить в церковь. Вы также должны исполнять волю Его Отца, который на небесах. Его воля – любить Его всем сердцем, душой и разумом и любить ближнего своего, как самого себя. Когда вы живете жизнью любви, вы угождаете Ему и становитесь частью Его Царства. Но если вы живете эгоистично, жадно и гордо, вы далеки от Него и не можете войти в Его Царство. Бог говорит, что сегодня ваша боль и ваши страхи превратятся в мир, а ваши проблемы превратятся в благословение. Приготовьтесь получать богатство, здоровье и процветание с верой и благодарностью. Пришло время испытать изобилие во всех аспектах вашей жизни. Богатство, счастья и успеха, как никогда раньше. Чудеса обильно приходят в вашу жизнь, как дождь. Вы перейдете от чувства подавленности к чрезвычайному счастью. Вам повезет и произойдут позитивные события. Разрушая все барьеры и негативные циклы в своей жизни, вы вступаете в новый сезон освобождения. Процветание и изобилие в ваших руках. Вы готовы. Все ваши тревоги, страхи, стресс и боль будут облегчены, заменены любовью, исцелением, благословениями и вечным Божьим миром. Этот год будет лучшим для вас и вашей семьи, наполненным счастьем, исцелением и финансовым изобилием. На этой неделе ваши долги будут погашены, счета оплачены, и вы испытаете Божьи благословения и сюрпризы. До конца этого месяца вы получите бесчисленные благословения, финансовые достижения и последовательные победы. Вы почувствуете мир и изобилие во всех сферах своей жизни, наполненные Божьим благоволением. Ваши долги и счета будут решены, а ваша семья будет защищена Божьими руками. Придерживайтесь этой веры, следующие 5 дней будут наполнены поразительными благословениями. Чудеса и открытия, которые вызовут у вас трепет. Вы будете благословлены крепким здоровьем, радостью и богатством. Деньги потекут к вам легко, как вода в реке. Эта неделя будет наполнена необыкновенными чудесами. Даже во времена страданий и боли свет всегда победит тьму. Бог заявляет, что время боли и испытаний заканчивается, и начинается момент роста и процветания. Сохраняйте уверенность в том, что все трудности и испытания были необходимы для того, чтобы укрепить ваш дух и подготовить вас к грядущему величию. Примите радость и благодарность. Это ключи, которые откроют двери к бесконечным благословениям, которые ждут вас. Ваша жизнь вот-вот превратится в праздник достижений и свершений. Все ваши молитвы всегда услышаны. Имейте веру и терпение, ваши желания исполняются, и лучшие для вас приготовлены. Верьте в свою способность превращать мечты в реальность. В вас заключена невероятная сила, и вам суждено творить чудеса. Никогда не недооценивайте свой потенциал. Пишите в комментариях 555, если верите и нуждаетесь в этом. Счастье, любовь и гармония вот-вот проявятся в вашей жизни, принеся чудесные моменты, наполненные очарованием и радостью. Приготовьтесь принять их с распростертыми объятиями, потому что я собираюсь излить на вас обилие благословений. Удивительное умножение, которое превзойдет все ваши ожидания, потому что это момент получить лучшее, что может предложить жизнь. Божья любовь – это бесконечный океан, который никогда не иссякает.
пламя, которое никогда не гаснет, и объятия, которые никогда не отпускают нас. Это величайшая и глубочайшая любовь, которую может испытать любой человек, способная наполнить наше сердце и изменить нашу жизнь. Независимо от того, что мы сделали или как далеко мы зашли, Божья любовь всегда доступна нам, готовая простить, исцелить и восстановить. Пусть все, кто ищет истинной любви, найдут в Боге источник всей любви и ответ на свои глубочайшие молитвы. Бог говорит: «Я здесь, чтобы утешить вас, придать вам смелости и провести вас в трудные времена. Я тот, кто дает вам силу, когда вы чувствуете себя слабым. Я тот, кто исцеляет вас, когда вы больны, и я тот, кто возвращает низменную любовь, когда она кажется потерянной. У меня есть для вас несколько сюрпризов. Я приготовил исцеление, свободу, богатство и хорошее здоровье, которые вы искали. На каждый раз, когда вы чувствуете разочарование, есть чудесное, и вас ждет подарок, который изменит вашу жизнь. Ваше сердце переполнится счастьем, любовью и целеустремленностью. Вскоре вы почувствуете, что улыбаетесь и получаете фантастические новости. Помните, я рядом с вами не только в хорошие, но и в трудные времена. Я с тобой, когда тебе больно, грустно или скорбишь. Напиши: «Бог со мной». Вот почему пришло время снова радоваться, потому что планы, которые у меня есть для вас, превосходят все, что вы могли бы попросить или представить. Самое лучшее – это все еще впереди. Откройте свое сердце и примите Иисуса как своего собственного. Предстоящая возможность, которая находится на горизонте, приведет вас в место, где вам больше не нужно будет просить об одолжении или унижать себя ни в чем. Вы находитесь на пороге значительного скачка к своему величайшему достижению и награде. Если вы доверяете Божьему обеспечению, давайте помолимся в этот момент. Небесный Отец, я прошу исцеления моего тела, разума и души от всех болезней, боли и недугов. Я прошу благословений изобилия, процветания и щедрости в моей жизни. Я прошу освобождения от всех уз, угнетения и порабощения. Продолжайте внимательно слушать мое сообщение, каждое слово до конца видео. Помни, что тебе нужно, и я это сделаю. Спасибо за вашу любовь, благодать и силу. Прости меня, когда я не могу любить других так же. Помогите мне увидеть потребности трудных людей в моей жизни и научите меня удовлетворять эти потребности так, чтобы прославлять вас. Во имя Иисуса. Аминь. Всевышний желает, чтобы вы нашли прибежище у Него, под защитной тенью Его крыл. Он наблюдает за вами, вашим домом и вашей семьей. Возможно, вы не заметили в спешке будней, но с начала этого года сколько благословений и избавлений Он даровал вам. Сколько ловушек противника разобрано и сколько атак, направленных на ваш дом, перехвачено. Часто мы этого не осознаем, но жить под защитой Бога значит находиться под постоянной охраной Его могучих крыльев. Это не значит, что мы не столкнемся с проблемами, но скорее, когда в нашей жизни внезапно возникают битвы, у нас есть безопасное место, где можно укрыться, где зло не может коснуться нас. Кроме того, когда буря пройдет, пыль осядет и дым рассеется, мы выстоим еще сильнее, чем до начала хаоса. Бог твердо говорит моему сердцу, что тот, кто читает это, стоит только по милости Божией. Недавно этот человек столкнулся с ужасными испытаниями. Мало того, что враг восстал против них, но и люди также оказались на их пути, чтобы попытаться причинить им вред. Эти люди были очень близки вам, но Бог хочет сказать вам, что вознаградит вас за то, что вы
твердо стоите в вере, несмотря на эти трудности. Вы никогда не сомневались в Нем, никогда не переставали молиться, не так ли? Я чувствую что-то глубоко в своем сердце, чем-то, чем Бог хочет поделиться с вами. Он говорит мне, что помимо того, что Он воздаст вам двойную честь за вашу верность, Он собирается даровать вам великую победу. Да, вы не ослышались. Несмотря на все ужасные вещи, с которыми вы столкнулись, сложные моменты, которые вам пришлось пережить, давление на вас было непростым. Но несмотря на все это, вы продолжаете верить в Бога, молиться и настойчиво сохранять свою непоколебимую веру. Именно по этой причине Бог вознаградит вас. Он готов вручить тебе великую победу. Аминь. Держитесь этого обещания. Заявите об этом и с верой заявите: «Я верю». В этот самый момент я чувствую, как Бог раскрывает подробности о тебе в моем сердце. Он показывает мне, что за всю вашу верность вам уготована двойная честь. Я вижу, что ты сталкивался с невзгодами, выдерживал бури, казавшиеся непреодолимыми, но тем не менее ты сохранил непоколебимую веру. Борьба была напряженной, но ты ни в коем случае не переставал верить, молиться, твердо стоять в Его присутствии. И именно поэтому у Него есть послание для вас. Не за горами великая победа, награда за всю вашу преданность и любовь. Итак, от всего сердца примите и провозгласите: «Я утверждаю это, я верю». Теперь мне нужно предупредить вас о чем-то важном. Враг может видеть, что вот-вот произойдет в вашей жизни. Когда великая победа уже на подходе, он может снова попытаться заставить вас поколебаться, ставя на вашем пути препятствия, чтобы обескуражить вас. Но у меня есть важные новости, которыми я хочу поделиться с вами. Бог еще раз сломает лук противника. Аллилуйя! Это сообщение для вас. Бог еще раз отразит все пылающие стрелы против вашей жизни. Он сведет на нет силу зависти, сведет с глаз, пытающийся вам навредить. Он покроет тебя своими защитными крыльями, потому что у Него есть обещания, которые вот-вот исполнятся в твоей жизни. Аллилуйя! Сегодня Бог использует меня, чтобы передать вам мощное послание. Пришло время пробудиться к жизни и получить это подтверждение. Знайте, что вы не одиноки, ваши молитвы не прошли даром. Тот, кто тебя защищает, не дремлет и не спит. Когда эти обещания начнут исполняться, враг попытается восстать, но я говорю вам, Бог сильнее в вашей жизни. Он действительно заставит всех тех, кто сомневался в тебе, издевался над тобой и унижал тебя, видеть только Его правую руку, благословляющую и возвышающую тебя. Итак, смело заявляйте: «Я требую Божьих благословений в своей жизни, и я получаю все, что Он имеет для меня». Бог не заставил бы вас нажать на это сообщение, если бы не вы. Вы понимаете? Да, это послание для вас, потому что есть люди, которые искренне не хотят, чтобы у вас все шло хорошо. Они говорят, что болеют за вас, они верят, но в глубине души они желают не этого. Они не хотят, чтобы у вас все было хорошо, они хотят, чтобы вы упали. Ты знаешь почему? Это потому, что вы следовали Божьей цели в своем сердце, и они хотели, чтобы вы их слушались. Но тот, кто советует вам, кто направляет вас, это Бог. Вы следуете Его цели, и это главное. Есть люди, которые хотят дать вам совет, которые хотят, чтобы вы следовали их путем. Однако, когда вы решите следовать Божьим путем в своей жизни и прислушиваться к направлению, которое Он вам дает, эти люди на самом деле захотят, чтобы вы упали.
Они завистливы и тщеславны, потому что понимают, что у вас есть свой свет, и вам не нужно, чтобы он светил. Но знайте, что именно Божий свет указывает вам правильный путь. И вы это уже знаете. Это Его голос в вашем сердце, говорящий: «Это путь, ты прав». Когда вы начинаете двигаться в правильном направлении, освобождаясь от зависимости от других, это, как правило, привлекает их внимание. Они предполагали, что вы всегда будете полагаться на них. Однако истина в том, что вы зависите исключительно от Бога и ни от кого другого. Бог – ваш кормилец, и вы зависите исключительно от Него. Значительное количество людей проводят всю свою жизнь в зависимости от кого-то другого, будь то эмоционально, финансово или психологически, или от руководства и выбора. Но очень важно помнить, что Бог вложил обетование в ваше сердце, а не в чье-либо другое сердце. Поэтому следуйте только Его руководству в своей жизни, слушайте Его шепот в своем духе. Сегодня мы помолимся мощной молитвой. Потому что те, кто часто стоит рядом с нами, притворяясь друзьями, могут принести вред. Враг может использовать их, чтобы сказать вещи, которые обескуражат вас, заставят вас почувствовать себя неполноценными, заставить вас поверить, что вы побежденный человек, не обладающий способностями. Некоторые люди хотят держать других ниже себя, чтобы чувствовать свое превосходство. Но поймите следующее: вы рождены не для того, чтобы вас кто-то унижал. Бог создал вас, чтобы занять почетное положение. Ты слушаешь? Вы рождены, чтобы быть головой, а не хвостом. Вы в начале, а не в конце. Бог заставил вас услышать эту молитву сегодня именно по этой причине. Чтобы ты мог поднять голову и вести себя как победитель, как завоеватель. Вокруг вас есть люди, которые не хотят, чтобы вы росли, которые не хотят, чтобы у вас были большие мечты. Этих людей беспокоят ваши мечты, потому что они знают, что вы сильны, способны, помазаны, благословенны и что у Бога большие планы на вашу жизнь. Не позволяйте зависти и активности этих людей влиять на вас. Будьте устойчивы в своем путешествии, доверяя Божьим обещаниям. Наша сегодняшняя молитва будет о том, чтобы Бог защитил вас, чтобы вы имели твердый разум и не забывали свою цель, чтобы следовали Его голосу в своем сердце. В противном случае вы отбросите все, что вложил в вас Бог: дары, таланты и способности. Дьявол хочет именно этого, чтобы люди ушли из этой жизни, не выполнив здесь свою миссию. Но с вами этого не произойдет. Наша молитва будет мощной, чтобы разорвать каждую цепь в вашей жизни, которая связывает и удерживает вас в сложной ситуации. Не позволяйте себе ползать в зависимости от людей и ситуаций. Вы зависите только от Бога. Он единственный поставщик, источник всего в вашей жизни. Наша сегодняшняя молитва разрушит влияние завистников вокруг вас, отдалит тех, кто тщеславен и стремится причинить вам вред, также отдалит тех, кто преследует вас, и все негативные энергии, которые вас окружают. Многие люди излишне пессимистичны, и когда спрашиваешь, все ли в порядке, они начинают на все жаловаться. Избегайте этих людей, они истощают вашу энергию. Поскольку у вас слишком доброе и чистое сердце, вам трудно сказать «нет», вам неловко что-то отрицать, и из-за этого вы впадаете в замешательство. Но не больше, с сегодняшнего дня обидчики тоже отойдут от вас. Те, кто воспользуется вашей доброй волей, поймут, что больше не могут вас оскорблять, и тоже дистанцируются. Пока я говорю здесь, Бог уже посылает своих ангелов обойти ваш дом,
разрывая все связи врага. Аллилуйя, я чувствую, что происходит духовная битва. Ангелы придут с обнаженными мечами, связи будут разорваны, стрелы сломаны. Слушайте внимательно, так как после этой молитвы вы увидите, как некоторые люди отстраняются, но в то же время вы заметите, что все пойдет легче. Ибо все виды камней преткновения будут удалены из вашей жизни. Вы рождены для большего, и внутри вас скрыто сокровище. Ничто и никто не может помешать Божьему замыслу в вашей жизни. После этой молитвы двери легко откроются, на вашем пути встретятся нужные люди. Эта мощная молитва сегодня заставит все атаки врага падать на землю, они не одолеют, они не устоят в вашей жизни. От нападений врага страдает множество людей, и если мы проигнорируем эту духовную борьбу, мы станем легкой добычей. Многие люди, возможно, даже из вашей семьи, страдают от духовных атак. Это люди, которые пытаются, но не могут добиться успеха, которые пытаются быть счастливыми в своей сентиментальной жизни, но не могут, люди, которые изо всех сил пытаются освободиться от пороков, но безуспешно. Люди, которые сталкиваются с завистью, с глазом и проходят испытания за испытаниями. Люди, которые лечатся, принимают лекарства, но не могут поправиться. Сегодня после этой молитвы в вашей жизни отпадут все виды духовных атак. Они не одолеют, потому что с вами Бог. Он имеет для вас особую цель, особую заботу о вас и помазал вас для этой цели. Вы избраны, иначе вы бы не стояли здесь и не слушали эту молитву. В 1 стихе 91-го псалма говорится: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Вседержителя покоится». Когда мы живем в присутствии Бога, мы получаем избавление от Господа в нашей жизни. Бог постоянно защищает нас. Поймите это, враг не хочет уничтожить тех, кто живет в грехе, они уже принадлежат ему. Он хочет свергнуть Божьих слуг, тех, кто рожден, чтобы сиять в этом мире. Он хочет вмешаться в замыслы Божии в жизни избранных Господних. Но в Псалме 91 Бог обещает: «Не убоишься ужаса ночи и стрелы, летящей днем». Если мы находимся в присутствии Бога и защищены Господом, нет причин чего-либо бояться. Сейчас ваше время процветать, побеждать, продвигаться вперед, и ничто и никто вам не помешает. Те из вас, у кого есть такая духовная привычка молиться со мной каждый день, это мощная сила. Это даст вам духовное покровительство, будет постоянно держать вас под крылом Господа. Пылающие стрелы будут сведены на нет, они даже не приблизятся ни к вам, ни к вашему дому. Ты будешь там, под прибежищем Всевышнего. В Исходе 2:1 говорится, что Бог сильнее вашей борьбы, сильнее ваших мыслей и сильнее врага и его атак. Если ты доверяешь Ему, Бог сохранит тебя. Даже если враг не сможет вас победить, он попытается вас отвлечь. Будьте осторожны со всем, что отвлекает ваше внимание от Иисуса. Бог всегда присутствует, и Он спасет вас из любой сложной ситуации. Как Его дитя, вы едины с Отцом. Вы не созданы для того, чтобы самостоятельно справляться с жизненными трудностями. Часто темнее всего перед рассветом. Если Бог настолько заботится, что пересчитывает волосы на вашей голове, почему вы беспокоитесь? Он спасет тебя. Любой, кто любит меня, будет подчиняться моим учениям. Мой Отец будет любить их, и мы придем к ним и создадим них свой дом. Иоанна 2:23. Помните, Бог – ваш источник безопасности в любой момент.
Призовите Его, и Он поддержит вас, независимо от того, с чем вы столкнулись. Помните, Господь, ваш Бог, это тот, кто идет с вами, чтобы сражаться за вас против ваших врагов, чтобы дать вам победу. Даже в твоих страданиях Бог утешит тебя. Божьи обещания дадут вам надежду и жизнь. В Псалме 118, 50 говорится: «Всякий верующий в Меня придите и пейте». Ибо священные писания говорят, что реки живой воды потекут из сердец их. Независимо от того, насколько тяжела ваша борьба, Бог выдержит вас. Он укрепит, ответит, благословит и будет с вами, какими бы ни были выходные. Помните, Бог больше и сильнее всего, с чем вы сталкиваетесь. Доверяйте Его силе больше, чем своей собственной. И если вы чувствуете себя подавленным, отдайте это Богу, потому что Его руки достаточно велики, чтобы удержать ваши заботы, сомнения и страхи. Куда бы вы ни пошли, что бы вы ни делали, сохраняйте Бога в своей жизни. «Я возвращу тебе здоровье и исцелю твои раны», — говорит Господь. Иеремия 30, 17. Бог считает каждую вашу слезу. Он не забыл тебя. Он работает в вашей жизни. Никогда не теряй надежды. Бог говорит, что каждое время года имеет свой исход. Будь то время радости или страдания, я делаю все для вашего блага и своей славы. Доверьтесь процессу. Обратись к Господу Богу твоему, ибо Он милостив и сострадателен, долготерпелив и многомилостив. Иаиль 2 часа 13 минут. Признавайте Его во всех своих путях, и Он сделает ваши стези прямыми. Притча 3, 6. Бог сшивает обломки вашей жизни. Подготовьтесь к реставрации. Бог готовит вас ко всему, о чем вы молились. Независимо от того, где вы находитесь сегодня, Бог будет верен вам, если вы доверяете Ему. Начинайте свой день с молитвы и заканчивайте его молитвой. Все остальное в руках Божьих. Перестаньте говорить, что Бог не любит вас, когда жизнь становится трудной. Это враг, играющий в интеллектуальные игры и пытающийся вас обмануть. Сатана – это тот, кто усложняет вашу жизнь. Бог – тот, кто может провести вас через трудности. Ищите Бога, доверяйте Богу, любите Бога и славьте Бога. Когда вы ходите с Богом, невозможное становится возможным. Каждый новый день – это благословение. Отпустите все свои тревоги и будьте благодарны за все хорошее в вашей жизни. Делайте это шаг за шагом, вам не нужно спешить. Не торопись. Бог любит тебя. Господь сам будет сражаться за тебя. Тебе нужно только молчать. Пришло время отдохнуть. Завтра начало новой недели. Будь уверен, что я с тобой. Будьте спокойны, все получится в нужный момент. Если вы сейчас чувствуете, что застряли или запутались в жизни, больше доверяйте Богу. Не бойтесь перемен, которые оно приносит. Молитесь о руководстве и понимании. Знайте, что у Бога есть цель, и Он все сделает хорошо. Многие люди сталкиваются с жизненными невзгодами, потому что думают, что все это ерунда. Они не верят в дьявола, не верят в силу врага в духовных атаках. Это люди, которые ходят по кругу, но никогда не продвигаются вперед. Но не ты, у тебя есть путь, по которому нужно идти, так что не оглядывайся назад, смотри вперед. Теперь откройте свое сердце, давайте помолимся. Всемогущий Бог,
под мощной молитвой 91-го псалма я вхожу в Твое присутствие прямо сейчас, чтобы ходатайствовать за этого человека, который все остановил, чтобы принять нашу молитву. Боже, во имя Иисуса, Ты видел, как этот человек сохранил веру и доверие к Тебе, со сколькими испытаниями он столкнулся в жизни, со сколькими трудностями, и никогда не терял веры в Тебя. Теперь настало время почтить их, Отец, благословить их двойной честью. Это человек, которого Ты открыл мне в молитве, человек, который слушает эту молитву прямо сейчас. Так что Бог в этот момент вознаградит их двойной честью за верность. Этот человек не дрогнул, не сдался, не упал духом, не склонил головы. Благослови их сейчас огромным и могущественным образом перед теми, кто насмехался над ними, перед теми, кто их унижал, перед теми, кто хотел им навредить. Действуй своей силой сейчас, Господь. Пусть Твой Дух проявится в их жизни, где бы они ни слушали мой голос во имя Иисуса. Пусть прибудут и Ваши ангелы, пусть придут, чтобы сразиться и победить всякую злую силу, мешающую этому человеку добиться победы, получить благословение, в котором он так отчаянно нуждается. Отец, в этот момент я прихожу просить защиты для этого дома, этого человека. Защити этот дом, Господь. Никогда больше в этом доме не должно быть ссор, раздоров, дискуссий. Никогда больше в этом доме не должно быть болезней, немощей, раздора, всякого порока. Отец, никогда больше в этом доме не допусти никаких интриг, никаких страданий. Я желаю, чтобы в этом доме больше никогда не было недостатка любви и прощения. Чтобы ни одна горящая стрела не поразила никого в этом доме, Чтобы отныне между этими людьми царили любовь, понимание, достаток, изобилие, товарищество, дружба, Господи. Благодаря этому уважению каждый начинает ценить другого, ценить присутствие и компанию друг друга. Отец, действуй своей силой, объедини эту семью сейчас, восстанови этот дом сейчас, защити этот дом сейчас своей могущественной кровью Агнца. Защитите этот дом, эту семью в этот момент, помогите им процветать во всех сферах во имя Иисуса. Соедини теперь Твой голос с моим и молись со мной. Отец наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небесах. Хлеб наш насущный дай нам в этот день, и прости нам согрешения наши, как и мы прощаем согрешившим против нас. И не введи нас в искушение, но избавь нас от зла. Ибо Твое есть царство, сила и слава, сегодня, завтра и во веки веков. И если вы хотите получить еще больше благословений, продолжайте со мной и посмотрите следующее видео, которое появится для вас. Не упустите эту возможность, Бог хочет больше говорить с вашим сердцем.